Окупанти не дозволили віце-президенту Всесвітнього конгресу кримських татар Ленуру Іслямову брати участь у засіданні по так званій справі проти нього. Іслямова судять заочно, тому він через свого адвоката Миколу Полозова відправив попередньо зроблений відеозапис, де висловив свою позицію по справі. Окупанти, незважаючи на вимоги адвоката, навідріз відмовились розглядати такий формат участі у так званому засіданні. Нагадаємо, окупанти звинувачують віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова в нібито організації незаконного збройного формування, здійсненні диверсійних дій, а також закидають публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Блокировали опоры, мы это не скрывали, абсолютно. Подрывали опоры, это вы. Это вы подрывали вообще веру в то, что называется человечеством, создание незаконного вооруженного формирования. Гражданское формирование «Аскер» создано по закону Украины и на территории Украины. Все уставы, все документы у нас имеются и присутствуют. Незаконное нахождение ваших войск на украинской территории. По поводу незаконного вооруженного формирования. Мы добивались и будем добиваться того, чтобы государство Украина присвоило гражданскому формированию «Аскер» номер воинской части, и оно превратилось в батальон Намана Челебиджихана. Поэтому увидите еще и вооруженное, и большое по составу формирование, которое будет легитимным образом находиться рядом с админ-границей Крыма, я вам обещаю. Непризнание российского статуса Крыма. Я действительно его не признаю и никогда не признаю. И не только я, а весь мир так говорит, что оккупированный Крым – это территория Украины. Точка. Я стоял и стоять буду на том, что Крым мы должны освободить. На сегодняшний день он оккупирован. И если нужно будет, мы все положим головы, но вас там не будет. Не змогли встановити місце перебування свідка Кузнєцова, щодо якого раніше було ухвалено рішення про примусовий привід. Виявилося, що він тиждень тому переїхав з адреси, за якою мешкає у Москві. Кузнєцов, відомий як пранкер Вован, він разом з іншим пранкером Лексусом у 2015 році під час телефонної розмови з Ленуром Іслямовим та Мустафою Джемілєвим нібито дізналися, хто підірвав електроопори. Через відсутність пранкера по відеозв'язку допитали іншого свідка Рустема Ільясова, який наразі в російській колонії за іншою кримінальною справою. У зв'язку з наявністю протиріч в протоколі допиту і показаннями в суді окупаційний прокурор клопотав про оголошення свідчень, які надавалися раніше. Из тех показаний следовало, что свидетель выехал из Крыма в Киев. Там он обратился к своему знакомому Мустафе Джемилеву с просьбой помочь с работой. Мустафа Джемилев направил его к Ленуру Исламову, где якобы в батальоне он мог получать по 4-5 тысяч гривен ежемесячно. После этого, согласно этим показаниям, свидетель поехал туда, на Чингар, побыл там около 2 часов, не согласился участвовать в деятельности батальона и уехал. Когда сторона защиты поставила перед свидетелем дополнительные вопросы относительно того, подтверждает он или не подтверждает данные ранее показания, он заявил о том, что он таких показаний не давал, что он считает, что Ленур Ислямов очень хороший человек и никому вреда никакого причинить никогда бы не смог, и все в Крыму уважают его. Кроме того, он заявил, что в отношении него применялись пытки и избиения. И, соответственно, те показания, которые оглашены были прокурором, он абсолютно не подтверждает никак вообще.